меня в конце спросят, что я скажу Путину, когда я его увижу. Не надо. Привет, Путин. Я не знаю, я не думала, это сложно. Мне нужно некоторое время. Я не хочу в тюрьму. Вам еще нужен ваш канал? Просто подумайте об этом. Мы довольно сексуально раскованные люди. Мы можем на столе, если что. Я хочу это потом маме показать, если что. Возможно, не придется. Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Ну, типа, в разные дни снимаем. Всем привет! Вы на канале Бай Балалай. Сегодня очень необычный выпуск. Мы всегда это говорим, но сегодня прям необычный. Потому что мы нашли пару, в которой парень все видит, ну, у него есть зрение, а девушка в силу своей генетической болезни ничего не видит. И вот о истории их любви и взаимоотношений вы узнаете из нашего видео. Я Игорь, мне 36, и я не наркоман. А так и не скажешь. Меня зовут Света, сколько мне? 31. Скоро будет 32, я пытаюсь забыть это. Я, если по официальным категориям, то я домохозяйка. Я типа свободная творческая личность, занимаюсь всем, что мне интересно. Не всегда это приносит мне доход, к сожалению. Официально это домохозяйка называется. Зарабатывает он, да. Мне тоже, мне государство платит за красивые глаза. Вот. За красивый глаз. Ты глаз один, последний. Как долго вы вместе? Чуть больше года, получается, да, с выборы. Когда были выборы? Выборы кого-то. Не суть. Да, чуть больше прошлым летом, по-моему, я не помню точно. Некоторое время. Я не считаю, счастливые часов не наблюдаю. Ты сделал свой выбор. Это да. Все кончено. В смысле, я счастлив. Начнем с того, что где-то лет в 10 я пообещала, что следующему человеку, который подойдет ко мне и спросит: «О, ты плохо видишь, а сколько пальцев?» Я дам в глаз, потому что это была самая частая реакция. А дело вовсе не в том, сколько пальцев я вижу. Мое зрение портится гораздо более странным образом. У меня там какая-то сложная генетическая мутация. Я, теряю поле зрения. То есть я смотрю прямо в одну точку, и все, что по бокам, оно постепенно исчезает со временем. И сейчас я вижу буквально, я смотрю, найти еще. Смотри на кончик своего пальца и вижу буквально кончик своего пальца и больше ничего вокруг. Проблема с цветовосприятием возникает. Там много проблем, да. Там все цвета плохо различаю, в картинку. Из-за того, что узкое поле зрения, когда я смотрю на какой-то объект, я не понимаю, что это за объект. Например, я смотрю на кружку, и чтобы понять, что это кружка, моему мозгу нужно уточнение, что это кружка. То есть, чтобы я ее потрогала, и тогда мой глаз такой: примерно вот так это должно выглядеть. И мой мозг придумывает мне кружку. Что-то типа такого. Да, я прям очень рада, что в детстве, когда самый кайф лазить по гаражам, убегать от пацанов, играть в казаки-разбойники, тогда у меня было хорошее зрение. Относительно хорошее. Не идеальное, но в принципе мне хватало. Я окружающий мир-то успела увидеть. Сложно объяснить другому человеку. Проще сказать, что она слепая, потому что, реально, мы даже когда начали общаться, долгое время она не знала, как я выгляжу вообще. Она даже не представляла, кто я. Но я сейчас бороду отрастил, чтобы она могла как-то меня идентифицировать вообще по бороде хотя бы. Отличаю от других людей. Да. А интересно, как вы познакомились тогда вообще? Давай, это потрясающая история, на самом деле. Давай. Как ты повел себя как мразь. Да ладно. Ладно. Да, была интересная история. У нас общий круг общения так получилось. Мы играем в настольные игры довольно часто. На одну из игр пришла Светлана. Нас никто не уведомил, что она не видит ни черта. Она сначала просто терлась там в коридоре, что-то стояла. Это очень странно. То есть ее там оставили, она там трется. Нет. Это моя версия событий. Ладно. Давай можно свою расскажу? Мне не нравится. Можно я по-своему пожалуйста. Короче, она там что-то стоит, там, менжуется. Потом ее садят за стол, и я все еще не знаю, что она не видит. То есть она, опять же, у нее прическа примерно подобная, скрывает часть лица. Она общается адекватно. Ей нужно было передать карту там игрока какого-то, и я протянул ее, вот так. А она ее не берет, и она протягивает руку с другой стороны. То есть наши руки примерно вот так. Я подумал, что она охерела, потому что... Какого черта? Почему я должен передвигать руку вот так? Почему она не может у меня взять просто карту из руки? Передал ей карту, и потом позже нас уведомили, что она, оказывается, не видит. Это незаметно. Даже людям, когда говоришь, что она не видит, они сомневаются, не верят. Да. Уточнение. Мне не понравилось сначала. Меня там не оставили в прихожей, между прочим. Там была знакомая мне квартира. В знакомых помещениях я ориентируюсь потрясающе, потому что я все помню, куда идти, чего, кого. Я просто зашла и слышу незнакомый голос твой. Я ухожу. Я какие-то незнакомые люди, как-то неловко. И я так
робко, бочком пытаюсь пройти к дивану. Думаю, вдруг там на диване кто-то сидит, сейчас кого-то собью, там что-то неловкое такое. И поэтому немножко замялась. Но потом ребята меня посадили. Ты тоже это... Ребята, не делай монстрами, что они такие просто меня привели, оставили. И ты там решай вопросы. Не знаю, как у тебя в голове. В моем понимании, я четко вел коридор, ты просто терлась, как бот, короче. Короче, там. Как робот-пылесос ударялась об Да, стену. робот строила карту помещения. Типа. Мне реально было неловко за эту ситуацию, что я повел себя как спермобак. И я объяснил ей эту ситуацию, чтобы скинуть с себя ответственность. Живи с этим сама, слепошара. Меня так это удивило. Во многих компаниях люди настолько к этому привыкли, что не видят в этом проблемы и стебутся над этим, как вот над обычным. Вот кто-то там жирный, кто-то там низкий, кто-то высокий, кто-то худой. А вот Светка типа не видит. И вот это такой тоже повод подкалывать. Я ничего такого в этом не увидела. А потом он мне написал длиннющее сообщение. Я точно не покажу это маме. И он написал сообщение такое прям сильно, там, с извинениями, что, вот, мне неловко за эту ситуацию, а я думаю, да блин, я уже давно забыла, и вообще, у меня миллион такого происходит на день. Бабушки, знаете, бесят бабушки в автобусах, вот, и если вы бабушка, и вы заходите в общественный транспорт, и какая-то, на ваш взгляд, очень наглая девка сидит такая на месте, вот, для пожилых людей и инвалидов, возможно, она инвалид. И она вас не видит. Насколько нам при Светиных зрительных способностях тяжело передвигаться по Якутску? Достаточно тяжело. Даже в центре города бывает очень сложно. Ужасные тротуары, приходится постоянно змейкой ходить, потому что Света читает, скажем так, поверхность. И она ориентируется на то, как у меня рука ходит. Это очень интересно. Она берет за руку меня, и как я иду, как я вот двигается пространство, у нее там какой-то встроенный гироскоп, и она там определяет, как она может там, ей выше нужно ногу поднять или ниже. Я ей постоянно командую: переступай, тут шире шаг. Из автобуса выйти проблема, у нас автобусы не подъезжают в упор к остановкам, там может быть лужа. Возможно, даже зрячие сталкиваются с такой проблемой, что ступеньки могут быть разноуровневые, выше, ниже, там это даже для зрячего тяжело, да, а для незрячего это просто смерть, потому что она примерно поднимает ногу на определенный уровень всегда, и там может не быть ступеньки, ступенька еще не закончилась, или эта ступенька уже закончилась давным-давно, и это уже следующая ступенька. Нет, сама вообще не сама нет. передвигается. Я пыталась переучиться, есть же люди, я знаю, что есть такие в Якутске, которые ходят с тросточкой, они вот запомнили маршрут, например, от дома к работе, там, не знаю, к ближайшему магазину. Я пыталась, я думала, я тоже смогу, мне даже друзья подарили трость, такую понтовую, красивую, там, со змеей все дела. И я не осилила, потому что, трость предполагает ровную поверхность, по которой ты вот проводишь, ощущаешь лево-право, бордюр, там, спуск вверх-вниз и так далее. Но она не спасает от таких вещей, как вот провода на уровне башки свисающие. Ветки, случайные тротуары. У нас тротуары, они просто вот в случайных местах и огрызками. Да, то есть да, ты можешь идти вот по такой поверхности, следующий тротуар начинается вот на такой высоте, тебе нужно идти потом вверх, нет а он тротуара. потом резко заканчивается, а там, например, канализационный люк. Да-да-да, я знаю, что есть такие люди в городе, которые вот при помощи трости как-то ориентируются. Мне кажется, это сверхлюди какие-то. Да. Возможно, у них в ухе датчик, который передает информацию, это не знаю, какую-то. Со стороны может показаться, что я охереть какой романтик, я часто таскаю Свету на руках. Да-да-да. Но учитывая знаменитые вот эти якутские грязи лечебные, которые вообще в любых дворах, в любом части города появляются случайным образом, вода никуда не уходит с наших перекрестков. Это невозможно объяснить человеку, что вот, не знаю, перед нами 30 метров воды, там неопределенной глубины. Мне проще взять ее на руки и просто перенести ее через препятствие и поставить в то место, где будет более-менее сухо. Если мы бы гуляли чисто по площади Ленина, быть может, вокруг Ленина, там более-менее комфортно. Все остальное, я вас уверяю, это просто смерть вообще. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну что ж, поехали. Я не люблю отдавать свои деньги. Это мои деньги. Все наши Это деньги очень у сложно него. дело, да. Что ему отдавать буду? Я отдаю, она отдаст мне мои деньги. Вот прикол в чем. Дорогой, дай мне денег, я должна тебе их отдать. Она их поддержит, и факт передачи состоялся. Сейчас вам нужно разыграть, кто будет из вас первый ходить. А вы мне честно скажете, кто выиграл? Камень, ножницы, бумага, цуефа. Ага. Чё? У меня ножницы. Камень, ножницы, бумага, цуефа. Я упорная.
Все, камушек. А, прикольно. Видишь ли ты сны? Да. Вижу ли я их, как обычный человек видит что-то? Я просто черная завеса, Да-да-да. там звук какой-то. Вот так вы Что это там представляете? происходит? Нет, сны я прям вижу, и мне иногда кажется, что во сне я действительно могу разглядывать какие-то детали. Я даже практиковала такую штуку, как осознанные сновидения, и мне нравилось там ходить и рассматривать какие-то вещи, потому что там вот эти вот... Там же сразу в мозгу происходит. Видимо, поэтому я продолжаю видеть сны, как вот я в детстве видела всю окружающую среду. Мне жестко нравится. Сны — это прям вообще кайф. Так, теперь мой, да? Теперь вот, помогай. Так, теперь Да, давай набери что-то с наушнички. наушником. Хочу ли я свадьбу с тобой? Нет. Хочешь, Вот ли, именно. хочешь ли ты свадьбу со мной? Вот, перефразировал. Подумай хорошенько. Мама будет смотреть. Ну, конечно, нет. Потому что, вообще, я состоял в браке, я разведен, и я как бы эту все прохавал, эту всю тему. Мы обсуждаем эту тему, но это не болезненная тема, как в некоторых парах. Мы с конфликтами на этой почве не сталкиваемся. То есть у нас довольно Ты схожие... от себя давай говори. Мы сразу прикрывается, Хорошо. давай. Мы рады, что наши позиции в этом направлении совпадают. Людям для того, чтобы быть счастливыми, не обязательно состоять в браке. Это атовизм, это как аппендицит. Вы не думаете, что если вы в брак вступите, вы будете жить долго и счастливо. Жить долго и счастливо можно с человеком, который вас любит и понимает. Хочешь ли ты, чтобы мы сыграли с тобой свадьбу? Нет, свадьбу я как будто бы, типа, это такая трата. Ну, я прям представляю, там еще за квартиру ипотеку платить. И Да. все. Свадьба это прям что-то жуткое. Свадьба сопрягается, как будто бы ты прям в ЗАГСе, как будто бы ипотеку берешь, короче. Не то, чтобы я прям не хочу, я такая, нет, что ты, уйди, фу, типа, со своим предложением, кольцом там. Фанатичного какого-то такого желания нет. Просто это как будто бы какой-то логический итог, к которому ты подходишь, когда ты уже там много лет в отношениях, ну, как будто надо, наверное, там, чтобы юридически как-то себя более уверенно чувствовать, там, куча всяких штук, плюшек именно от государства приходит. Ты знал, что в больницах можно навещать в реанимации только если ты, там, законный супруг? Так что, если ты попадешь в реанимацию, я не смогу тебя навещать. Правда или миф, что когда теряешь зрение, усиливаются другие органы чувств? Сейчас скажу, и все люди это на всех других незрячих там или неслышащих будут перекладывать. Ну, мне, во-первых, прям с детства это говорили, что не переживай, ты, может, и слепнешь, но зато слух у тебя будет во. Может быть, мне внушили отчасти. Я вообще весь мир по-другому воспринимаю, он весь у меня в голове, мне нужно его слышать, чувствовать, ощущать, типа, там, на запах, и тогда в голове выстраивается картинка, то есть мне кажется, как будто я вижу. Мой мозг для меня создает такую виртуальную реальность внутри меня. Я прям уверена, что я там, не знаю, вот знаю, как сет выглядит, но я уверена, что он не так выглядит, как я придумала. Ой, а там вообще в ее фантазиях на такое... Алан Делон, да. такие планы придумывают. Я думаю, что я знаю, как он выглядит. Ну вот на фотке я как будто могу тебя узнать. Когда ты статичный такое вот изображение, я как будто могу, ну мне кажется. У него борода и голубые глаза. И нос там что-то вот еще. Уши. Что-то с носом там, да? Как будто мозг может компенсировать очень сильно, и зрение переоценено. Ну нет, но мне не так сказать. Я вот многих вещей не могу делать, которые... Я просто даже дойти там от одного места до другого, я же крайне беспомощна в этом плане. Как-то где-то догадаться, что-то вот как-то на слух сориентироваться, ну как будто бы мне кажется, что другие органы, они сильно подхватывают. Ну такие прям, нам нужно как-то спасать это туловище. Ну, я, во-первых, стараюсь смотреть фильмы, где поменьше экшена. Динамики, да. Меньше динамики, больше диалогов. Некоторые моменты просто нужно пояснять. Я просто ставлю на паузу, объясняю, что вот в этом кадре вот то-то, то-то. Ей становится понятно. Говорит, ясно, все. Рик и Морти невозможно смотреть. Мы смотрели Рик и Морти. Мы обожаем Рик и Морти, но... Там очень много динамических сцен, и поэтому одна серия растягивается у нас там не на 20 минут, на час. Да-да. Потому что очень много отсылок, очень много визуальных вот компонентов. Это сложно. Но мы посмотрели там сериал «Во все тяжкие» целиком. Мы недавно смотрели «Безумного Макса» 2. Там диалогов вообще практически нет. Да, это было сложно, но Я было кайфанул. классно. Да, ему было хорошо. Он говорил, ты не представляешь, там так классно, сейчас все взорвалось, так красиво. Я такая, хорошо. Когда мы смотрели «Храброе сердце», мне пришлось объяснять, откуда именно торчит стрела у человека ниже пояса. Да. И я показываю иногда на ней, вот здесь, типа, вот здесь торчит стрела, понятно. Как ты отреагируешь, если я тебя изменю? Стрёмная тема.
Вообще, на самом деле, это супер неоднозначная штука. Я не особо собственник, скажем так. Я все-таки предполагаю, что если человек выбрал такой путь, то это допустимо. Вопрос лишь в том, сможем ли мы потом вместе сосуществовать. То есть я смогу принять это. Люди, мне кажется, изменяют только в том случае, если им чего-то не хватает. Я считаю, у нас довольно гармоничные отношения. И я даже не допускаю такой мысли. К тому же она не видит, куда она денется. Как бы ты отнеслась к измене с моей стороны? Во-первых, я офигела бы, конечно, потому что ты как будто бы не такой человек. Что-то для меня вообще недопустимо. Недопустимо не в том плане, что это плохо, а недопустимо, что вот как если ты вдруг раз возьмешь и начнешь там говорить на китайском. Тебе это настолько не свойственно, что я вообще не могу это представить. Не знаю, это настолько для меня Это, что мне кажется, болезненное. это даже ситуация какая-то близкая к невозможной. Есть ли у тебя заветная мечта? Блин, жестко сложный вопрос. У меня есть какие-то промежуточные задачи, какие-то цели, к которым я иду, какие-то планы, идеи. У меня идей дофига просто, как рой пчел. И я каждое утро такая, типа, у меня новая идея! И он такой, о, господи, пожалуйста. Хорошо, что мы не живем в замке, Да. потому что она любит переставлять мебель, свою экосистему подстраивать под себя, потому что в силу того, что она не видит, ей нужно знать, где что располагается, и она в процессе как бы обучается, ну, как робот-пылесос, как вы говорите. Может быть, авторы вопроса предполагали, что моя мечта — это там выздороветь, и чтобы у меня там не было проблем со зрением, но нет, как ни странно, я об этом много раз задумывалась. Если у меня будет там, допустим, выбор, $1 миллион условно, и на эти деньги мне могут починить зрение. Ну, вроде как сейчас пока не могут. Лечу ли я в первую очередь на эти деньги свои глаза? Скорее всего, нет. Скорее всего, я кучу других дел найду, куда эти деньги применить. То есть не то, что мне это не интересно совсем, но это нельзя назвать мечтой. Если будет возможно, достижимо, то классно. Если нет, то я не страдаю по этому поводу. Абсолютно от слова совсем. Встречка будет, нет? Нет, Не будет? Хорошо, давай. для твоей мечты вообще не интересно. Вообще насрать, если честно. Живи в своем выдуманном мире говном. Но если хочешь, я могу тебя спросить, вдруг у тебя есть мечта, это Уже нет. почему ты меня полюбил? О, это интересная штука. Люди сходятся, мне кажется, когда они находят точки соприкосновения. Ты многое как будто бы прощаешь, что ли. Если ты живешь не с картинкой, то есть не визуально оцениваешь человека, а оцениваешь его как личность, ты находишь в нем вот какие-то пункты, которые для тебя важны. Это как пазл, наверное. То есть, когда собираешь пазл, у тебя не хватает чего-то, ты мучаешься, ищешь ее. И как только ты нашел эту деталь, вставил ее, у тебя сложилась цельная картина. Со Светланой я собрал свой пазл просто-напросто. Я смог дополнить свое существование недостающими деталями. И за это я ее полюбил. Ну, прикольно. У меня тоже такое же ощущение. Вот точно так же. Мы совпадаем вот настолько идеально. Ну, не в плане, что я идеализирую. Я уже взрослая тетенька, я понимаю, что идеальных людей не существует. И я там Я не человек. принц на голубом. Перезаписываем. Как бы вопрос не в идеальности человека, а в идеальном совпадении. То есть человек тебе дает то, что тебе офигеть как было нужно всю жизнь. И ты такой, ничего себе, а реально так можно было, что ли, чтобы человек тебе вот это вот давал, и для него это не было усилием, а просто, в принципе, для него это что-то естественное, а для тебя это что-то жизненно необходимое. Это так классно вообще, просто невероятно. Вот у меня такие ощущения на самом деле. Если бы у тебя был выбор быть больной ВИЧ, но не быть слепой, что бы ты выбрала? Ну, выбор очевиден. Я выбрала бы все как есть сейчас. Я понимаю, что там сейчас современные технологии, когда болеешь ВИЧ, ты вообще там не заразен. Как будто бы вроде как там все... У тебя просто терапия, ты Да, обычный ты человек. вроде бы. Ничего такого страшного нет в том, чтобы быть ВИЧ-инфицированным. Да. Но в целом почему-то это очень страшная мысль. К своим проблемам я привыкла, я адаптировалась за столько лет. Я знаю, что с этим делать. А с этим это что-то другое, страшное. Нафиг надо. Нет, 100 пудов. Я бы оставила сейчас как есть. Мне кажется, с самой школы ВИЧ преподносили как что-то такое ужасное. Это как клеймо. Во-первых, общество воспринимает ВИЧ-инфицированных как врагов. От них пытаются оградиться, отстраниться. А от слепых, ну, как бы слепой да слепой. Никто от тебя не отвернется. Ты как будто бы не несешь опасности, хотя бы мнимой какой-то для человека. А когда ты болен ВИЧ, объяснить то, что ты не несешь опасности, очень сложно. Чисто психологически это более тяжело, мне кажется, чем слепота даже. Если бы мне этот вопрос задали, я бы, скорее всего, выбрал ВИЧ. Для меня, я просто не осознаю себя слепым. Пить таблетки, ну, я думаю, это способен каждый человек. Ну да, я просто привыкла уже. Типа, что-то привычное плохое поменять на что-то непривычное плохое. Ну, выбор очевиден, короче. О, это прикольно. Как ты пользуешься моей слепотой,
в своих целях. Не так много плюшек от этого. Можно что-то куда-то положить и об этом не сказать, как минимум. Смотреть то, что ты хочешь в любой удобный момент. Как бы никто не поймет, если никто не слышит. Да, в наушниках. То, что ты в Ну, телефоне на самом деле обычно. так не пользуюсь. Нет смысла в этом. Мы живем в квартире-студии, там ничего не скроешь. Да, я шутил на ту тему, что если вдруг она злится, можно в комнате где-то спрятаться, просто стоять, и она тебя не найдет. В принципе, да. Но он так не делает. Я так не делаю, да. Ну нет, Как бы когда это балуемся, грустно. ты делаешь такие приколы. Не, можно, Вот так да, балуемся, можно конечно. неожиданно подбежать и укусить там за ягодичку, там, что-нибудь типа такого. В таком плане, да, можно попробовать бесшумно подобраться. Но именно в каких-то корыстных целях я, нет, не использую ее недуг, что ли. Единственное, ты поло дурацкие носишь, как пока я не знаю. А, да, в этом плане можно выглядеть как угодно. Если она не понимает, в чем ты одет, для нее ты всегда выглядишь красиво. Главное, не дать себя потрогать. Да. Она ненавидит, когда я ношу поло. Я не говорю, что я в поло, просто. Он просто уходит Вот, на я работу. нашел, да, и тут я пользуюсь, конечно. Он уходит на работу в поло молча, возвращается, молча переодевается, и я просто не знаю, что он целый день ходил в поло как дурак. Любой человек в поло выглядит как дурак. Извините, все люди, которые любят носить поло. Это мое личное мнение. Кого вы слушаете вообще? Слепая женщина вам советует, что носить, да? Сильно ли ты расстроишься, если я тебя брошу, если мы с тобой расстанемся? Блин, жестко сильно. Вообще прям невероятно. Потому что, мне кажется, это такое прям сокровище, которое... Не ты сокровище, не обольщайся. Ты далеко не сокровище. Я имею в виду именно вот это совпадение какое-то магическое. То есть в других отношениях ты, может, другой человек, да, типа по-другому себя проявляешь. Но именно вот как ты со мной себя проявляешь, блин, это то, чего я вообще, наверное, всю жизнь искала. Ну, всю жизнь, пока вот я взрослый человек и ищу отношений, да. Это будет такая потеря, я вообще не уверена, что какой-то человек может перебить вот эту планку, которую ты, типа, завысила. Настолько понимания меня, даже когда я чем-то недовольна, я 10 раз подумаю, типа, стоит ли это высказывать, потому что, ну, блин, в остальном он настолько сглаживает углы прям сильно. И для него это как будто бы не усилие. То есть это его первая реакция. И, блин, найти другого такого человека, который бы так вот меня, именно меня настоящую ценил, хрен знает, наверное, не получится. Я поэтому очень сильно расстроюсь. Какой самый плохой комментарий ты услышал от своих знакомых, когда ты сообщил им, что встречаешься со мной? Вообще, если честно, ни разу в открытую никто мне ничего плохого не говорил. Ну, это немножечко вызывало у меня опасения, потому что как-то одно дело принять это самому, а другое дело все-таки столкнуться с обществом, которое часто бывает беспощадным. Я общаюсь с адекватными людьми, и все адекватно воспринимали, и даже, я бы сказал, с трепетом воспринимали мои взаимоотношения со Светой. Как сказать, это работа, что ли, общаться с такими людьми, не нужно перегибать палку и не нужно превращать их в немощных. Ну да, да, вот это Потому важно. что любой человек, любой вообще инвалид, неважно, он тоже человек, и он тоже хочет ощущать себя человеком. Вот это тоже стрёмно, тоже человек, не тоже Ну, человек. нет. А типа, ну ладно, он такой же, как я, а типа ты вообще не понимаешь разницы. Вот у кого-то голубые глаза, у кого-то не видят. Вот примерно на таком уровне я воспринимаю. С другой стороны, опять же, нельзя, типа, сказать человеку безногому: эй, погоняем в футбол. Да, то есть где-то такая, ну, должна быть здравая Да, есть тут какой-то вот... граница. Какая-то вот что-то посерединке должно быть. Ты должен Да. понимать, как это происходит. Плохого от своих друзей я никогда не слышал. Что ты делаешь? Там, она же слепая. Абсолютно какая-то там непригодная в быту. Я такого не слышал. Ну и к тому же я знаю, какая она на самом деле. Мне легко их переубедить. Любой человек, который бывал у нас в гостях, понимает, что слепая женщина — это не синоним слова немощная. Это забавно. Это тебе 250 рублей жалко. Абсолютно. Хочешь узнать, что говорили самое плохое мои знакомые? Пожалуй, нет. Ну вот, давай продолжим. Если бы на один день полностью вернулось зрение, что бы ты сделала? О, блин, на один день. Блин, такой сложный выбор. Мне так много всего хочется попробовать. Если по-любому какую-нибудь фигню вот придумаю, то, что у меня часто вот на эмоциях типа вот придет в голову. Не знаю, я бы, наверное, в какое-нибудь очень красивое место отправилась. Хотела бы запечатлеть эти эмоции. Вот, не знаю, какая-нибудь там гора, какая-нибудь там... Ну, блин, за один день это же еще... Ну, мы фантазируем. Ты прозрела сразу в нужном месте. Да, как будто бы я вот такая сразу оказалась где надо. Да, я бы какое-нибудь невероятно красивое место хотела бы увидеть и запомнить, как оно выглядит. Потому что сейчас я вот живу большей частью воспоминаниями того, что я видела. И весь окружающий мир, как калейдоскоп для меня собирается из осколков былых воспоминаний о том, как что может выглядеть. Поэтому старые знакомые, я знаю, как они выглядят, и когда я смотрю на них, мне кажется, что я вижу их лицо. А вот новые знакомые, это уже сложнее, их изучать надо. Блин, теперь мне еще кое-что хочется, черт, такой большой выбор. В мавзолей сходить. Нет, я же вот эти всякие полосы препятствий
препятствий жестко же хочу пройти. Я не могу. Скандинавские Да, вот эти типа препятствия. норвежский парк, типа. На велике прокатиться еще. Да, типа такого. Блин, на велике. Черт, На столько самом всего деле, хочется. мир незрячего человека чуть более узкий, чем много удовольствий, связанные с визуальной составляющей. Вот человек не умеет кататься на велосипеде. У меня есть Она друг- не может этого ощутить У просто. меня есть друг, который искренне верит, что я смогу покататься на велосипеде, если мне впереди ехать и звоночком обозначать, куда рулить. Давайте так, это же один день. Предположим, что я успею на какую-нибудь полосу препятствий пройти, прыгнуть с парашютом над каким-нибудь, не знаю, тоже живописным местом, побывать на каком-нибудь там крутом прям морском пляже. Какой-нибудь здоровенный рок-концерт Нет. с освещением, с Нет. огнем, на Рамштайн. Не, это Ну, это фуфло, короче. фуфло какое-то. Это все. Нет, Это ну, в для смысле, зрячих ублюдков. Это классно, но это же искусственно созданное. Как будто бы это то, что люди придумали, и я это в голове, значит, тоже могу придумать. А то, что вот природа родила, Природа я... это неповторимая. Природа Да. неповторимый художник. Я думаю, это скорее Все, вот что что-то создано такое. природой, это просто невероятная вещь. Хочешь ли ты от меня детей, зная, что моя болезнь генетическая? Ну, во-первых, у меня делится уже на есть 2 трое пункта. детей. Да. Да. Хочешь ли ты вообще детей? Трое детей у меня уже есть, и как бы я считаю, что на этом нужно отнимать детородные функции. Короче, напрочь. Я очень люблю своих детей, вообще, в принципе, к детям очень хорошо отношусь. Но от Светы, в принципе, да, я думал об этом. Меня пугает, что ее болезнь передается именно По наследству. да. И то, что мой ребенок может испытывать такие же сложности, как и она. Я думаю, ее это пугает. Ему, как человеку, будет тяжело проживать свою жизнь. То есть ты ему как бы затрудняешь жизнь, ты не даешь ему возможности выбрать. Ты типа готов родиться без зрения и делаешь выбор за него. Это очень сложно. Поэтому я опасаюсь этого, да. Но все равно это как-то жестко страшно. Рожаешь, оказывается, что вот у него такая же штука, как у тебя, ты такой, блин, это же сейчас ему все это проходить. Не то, что прям недопустимая штука, то есть я для себя это не перечеркиваю, но как будто бы жестко страшно. Но я думаю, у нас могли получиться красивые дети и гармонично развитые, что ли. И я считаю, что Света могла быть отличной матерью. И поэтому я допускаю эту мысль, да, что скорее да, чем нет. Жалость людей тебя раздражает или мотивирует? Раздражает, однозначно. Прям, блин, вот именно жалость вот в такой формулировке. Слово «жалость», оно вообще какое-то отвратительное. Есть помощь. Можешь и хочешь помочь — помоги. Не можешь или не хочешь — не делай этого. Жалость, она вообще ничего не дает. Может, какие-нибудь рефлексы, то есть если у человека это искренне вырвалось, ну, типа на эмоциях, типа, о, бедная. Я как бы, естественно, не буду там фукать, лицо корчить и отворачиваться. То есть я, конечно, ну, как бы выслушаю, но внутри себя я буду делать так, типа... Надо перетерпеть, типа. А если он дальше продолжает вот как будто ко мне с жалостью относиться, именно в свое поведение вмешивает жалость, то это прям отвратительно, это прям, не знаю. Как-то все должно быть проще, что ли. Не нужно на этом акцентировать особенно внимание. И вот жалость — это как раз такая неуместная, не полезная энергия. Жалеть, ну, зачем? Ты человеку от этого как бы ничего не отщипнул. Вот твоя жалость, она просто воздух сотрясла, и все. Мотивацию я ловлю вообще со всего, кроме жалости. Кроме жалости. Ну, прикольно, тоже такой острый социальный вопрос. У тебя когда-нибудь была мысль, да кому она нужна, кроме меня? Вообще нет. Офигеть, долго кому нужна. Я считаю. Пользуясь спросом, знаете ли. Да, нет, я говорю, чисто функционально она никому не уступает ни одной зрячей женщине. Есть даже опасения, что могут переманить. Поэтому, конечно, да, были опасения, На самом естественно. деле, это он сам должен отвечать на этот вопрос, но я прям точно знаю, он прям даже ревнует, и так прям, если я там с кем-то там разговариваю, а я говорю, я очень общительный человек, очень сильно общительный человек, и вот со мной кто-то разговаривает, прям на эмоциях, так здорово, Да, мы да. так понимаем друг друга, он сразу возникает как из ниоткуда рядом, такой большой Я и не злой. знаю, как это работает, это, видимо, какие-то, не знаю, животные инстинкты. Я считаю, что я не ревнивый человек. Я вообще считаю, что ревность — это проявление слабости, неуверенности в себе. Иногда это подключается само по себе. Это какой-то плагин, который там откуда-то берется, подключается, и ты начинаешь себя обозначать. Вот, я есть, типа, смотри, какие у меня широкие плечи. типа. Большая борода. Посмотри на мой кулак, не страшно, пока не дотронулся до лица. Не было никогда мысли, то, что я ее спасение. И я никогда такого в жизни не скажу, что ты никому, кроме меня, не нужна, потому что я вполне осознаю ее ценность. Не было такого, что я там лет 15 там дрейфовала в море и прибилась к берегу по имени Игорь. Багром ее достал там, как русалочку. Выловил. В сеть попала. Я еще при этом
очень самоуверенный человек. Вообще Поэтому не передать какой. меня не убедить, что я никому не нужна. Да, и я, возможно, это транслирую. Это же тоже можно, это работает только с неуверенным в себе. Ты говоришь, там, ты никому больше не нужен, он, возможно, в это поверит. Но когда человек осознает себя, понимает свою ценность и, ну, и как бы принимает себя, невозможно таких людей сломать. У меня остался последний вопрос. Давай. Тебя предавали мужчины? Что ты им хочешь сказать? Мужчина имеется в виду в отношениях, естественно, да? Были сложные ситуации, когда люди вели себя, ну, наверное, нечестно, но я как будто понимаю, что человек в первую очередь в тех ситуациях вел себя нечестно в первую очередь по отношению с собой. То есть он себе в чем-то там признаться не мог, и, соответственно, мне не мог честно о чем-то сказать, а для меня это вообще база отношений. То есть мне, человеку, в первую очередь нужно доверять. Я должна понимать, что бы ни случилось, какие бы там страшные мысли вот в головке не родились, человек признается мне прям вот искренне. Ну, может, не сразу, может, там через какие-то мучения, стенания, ну, поговорим, и человек выскажет. Отношения, в которых мне честно сказать не могут каких-то моментов, все, для меня это, ну, сломанные отношения. Мне проще уйти из такого, чем терпеть это. Вот, ну, такое бывало, да. Что ты хотела бы сказать? Ну, что я этим бы людям? хотела сказать? Чтобы эти люди, не то, что их там толпа, конечно. Ну, вот пара людей, я думаю, что им нужно учиться быть искренними с собой. Если ты не можешь себе честно в чем-то признаться, то и с другими людьми ты будешь нечестен. Вот, я думаю, в этом прикол. Почему он именно последний? Как ты думаешь? Классно, что это последний вопрос. Сколько раз из последних 10 ты доводил меня до оргазма? Как ты думаешь? Твое мнение? Из последних 10? Да. Ну наверняка один. Наверняка один. А остальные были предоргазменными. Мне нужно подтверждать, или я оставлю это загадкой, что... Нет, ты можешь сказать, что я гораздо лучше в самец, чем лучшую о сторону себе сказать. мню. Нет, что ты больше. 6. Давай это оставим загадкой. Хорошо. Тогда я мог 9 сказать. Какого хрена? 10 из 10 мог сказать, я же бы все равно не прокомментировал. В этом и прикол. Видишь, ты искренен. Это именно то, за что я тебя ценю. В отличие от других людей, ты прям вот есть, как есть, так и говоришь. Один, значит один. Один, значит, один. Я не страдаю, типа. Хоть что-то. И то хлеб. И то хлеб. И то оргазм, как говорится. Так, теперь мы... Я тебя поцеловать хотела, да мне? Ну ладно. Блин, жестко классно было. Мне вообще понравилось. На Мне самом деле, понравилось. я легко согласился вообще, в принципе, здесь присутствовать. Это интересный опыт. Света вообще шла получать сюда исключительно удовольствие. Да. Ее легко подписать на любую херню, я вам говорю. Предлагайте, пишите в комментариях, что нужно сделать. Я уверен, что она на все практически согласится. Любой челлендж. Кроме группового секса. Нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, жмите эти колокольчики, Всё, что смотрите надо, да, всё, что там надо. годный контент. Спасибо. Спасибо большое за этот опыт, вообще классно. Мы когда сюда шли, Сет такой говорит, а вдруг мы там, типа, ну, обосремся? Я говорю, мне пофиг, я иду за эмоциями. И вот я их получила, мне прям очень здорово. Классно. Спасибо большое. Ну и в завершение, друзья, относитесь ко всем людям как к людям, даже если они в чем-то вам уступают. Всем добра, подписывайтесь, пока. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit the fence, but it hit the fan when I got him down and pinched. But I took